Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Прошло 28 лет со дня подписания Московского соглашения по урегулированию грузино-абхазского конфликта, который предусматривал прекращение огня, вывод грузинских войск из Абхазии и возвращение беженцев. Тогда по согласованию с Тбилиси Россия выступила с миротворческой инициативой. 3 сентября 1992 года в Москве состоялась встреча Бориса Ельцина, Эдуарда Шеварднадзе и Владислава Ардзенба. Трудные переговоры завершились подписанием итогового документа, который предусматривал прекращение огня, вывод грузинских войск, обмен военнопленными, обеспечение возвращения беженцев, которые к тому времени насчитывалось уже несколько десятков тысяч человек, возобновление деятельности органов власти Абхазии на всей территории республики. Однако ни один пункт соглашения выполнен не был. Грузинские войска продолжали оставаться на прежних позициях. Боевые действия возобновились. Но я должен сказать, что прежде всего, что тоже подписал этот документ, подписал его в силу того обстоятельства, что на территории Абхазии осуществляется геноцид абхазского народа, изгоняются оттуда десятки тысяч людей, русских, армян, греков, произведены огромные разрушения на территории республики. Это колоссальный ущерб. И мы стоим перед лицом того, что наш народ будет, может быть, полностью истреблен. В силу того и соотношения сил, и тех средств, которые используются по отношению к этому народу. И сейчас, коль есть возможность в какой-то мере не допустить дальнейшего кровопролития, и появилась такая возможность, я тоже подписал этот документ, хотя отдаю себе отчет в том, какие значительные подводные камни есть по всем этим документам, что, в принципе, может привести к серьезным последствиям. Но я здесь надеюсь, очень надеюсь, и на позицию Бориса Николаевича Ельцина, на позицию руководителей республик, которые твердо заявили, что в этой очень сложной ситуации, и материальной, и любой, они окажут всяческую поддержку и не допустят ни истребления абхазского народа, ни дальнейшего попрания прав человека в Абхазии. При каких условиях 3 сентября подписывалось Московское соглашение? Какая на тот момент складывалась политическая ситуация? В интервью журналистке Манане Кокоски рассказал Сократ Джинджолия, который в 1992 году был заместителем председателя Верховного Совета Абхазии. Смотрите интервью в нашей субботней программе, а сейчас небольшой отрывок из него. Шел 15-й день войны. Грузия рассчитывала на молниеносную, победу молниеносную. Ничего этого у нее не получилось. Мы помним с вами выступление к тому времени Каркарашвили. 31 августа было. Помните, он обещал уничтожить всех абхазов, положив на это там соответствующее количество грузин. Ему никого не жалко было, такой рыцарь был, по выражению Шеварднадзе. О чем это говорит? Нет хорошей жизни. Каркарашвили с такими угрозами выступал. Если бы у него дела шли блестяще, покорение Абхазии, конечно, он бы абхазов называл своими братьями, наверное, и говорил бы о том, что он пришел делать добро и прочее. А тут, видите, он говорит об уничтожении их. И с яростью набрасывается на добровольцев из Северного Кавказа, которые его никак не устраивают. А как они могли его устроить? Он понял, что молниеносной победы не будет. Он подумывал даже о том, будет ли эта победа вообще, так сказать, уже, потому что сопротивление оказывали ему люди, совершенно неподготовленные к войне. Люди, которые в большинстве своем не держали оружие никогда. Люди, которые не были организованы, подготовленные какие-то отряды, войска, воины, армии какой-то, значит. Это были люди... Ополченцы. Ополчение первое время оказывало. У нас даже Министерство обороны не было свое, она позднее возникла. Вот. И представьте себе положение Ардзенба, который отвечает за целый народ, хоть и малочисленный, а такая ответственность еще выше. Вот, да. Тут надо обратить внимание вот на те слова, которые он сказал в конце, когда вот они вот пожимают руки вот здесь вот насильно. Да. Ельцин устроил он рукопожатие, и там
выступал Ардзинба, он прямо сказал: идет геноцид моего народа. Такая ситуация была безвыходная, когда нужно было действительно подписать этот документ, но они понимали, что на этом конец не будет поставлен. На этом, так сказать, народ, который, Ардзинберг в первую очередь, конечно, понимал, что народ, который вынужден был поднять оружие в свою защиту, он не остановится, пока хоть один солдат будет на нашей территории, вражеский солдат на нашей территории, а в такое положение поставили себя грузины, абхазцы уже не могли. Это и понимал и Ардзинба, конечно. Хотя, так сказать, Ельцин и Шеварднадзе полагали, что они поставили точку, они, значит, при этом сохранялась территориальная целостность Грузии. В первом же пункте это написано было, это устраивало и Россию, и Грузию. Президент Аслан Бжаня встретился с депутатами Народного собрания Абхазии. Как сообщила пресс-служба парламента, на встрече обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны. Компьютерный томограф, приобретенный за счет средств движения «Мы вместе», доставлен в Гудаутский госпиталь. В ближайшие дни аппарат будет установлен и запущен. Смотрите репортаж пресс-службы Министерства здравоохранения. В Гудаутскую районную больницу доставлен современный компьютерный томограф фирмы Toshiba. Оборудование стоимостью более 14 миллионов рублей приобретено за счет средств движения абхазских предпринимателей «Мы вместе». Мощная современная скоростная система позволяет получить 64 среза за оборот, обеспечивает высокое качество исследований для всех категорий пациентов. Томограф адаптирован под любые параметры, индивидуальные особенности и возможности пациента, вне зависимости от сложности клинической задачи. В соответствии с существующими стандартами оказания медицинской помощи ковидным больным, компьютерная томография органов грудной клетки, в частности легких, является основным методом инструментального исследования для диагностики ковид-ассоциированной пневмонии. Поэтому его установка была запланирована ранее. И вот за счет средств организации «Мы вместе», это нашего бизнес-сообщества Республики Абхазия, этот томограф был приобретен и доставлен к нам в республику, где будет установлен в соответствующем построенном помещении. Компьютерная томография стала главным инструментом диагностики COVID-19. Кроме того, он считается одним из самых информативных методов обследования, позволяющего диагностировать множество заболеваний на ранней стадии. Раньше для прохождения данного вида исследований больных из ковидного госпиталя, соблюдая все нормы по предупреждению распространения инфекции, транспортировали в другие медучреждения. Теперь обследование будет проводиться на месте. Компьютерная томография, безусловно, в данном контексте лечения, диагностики и лечения ковидных больных, естественно, в первую очередь мы рассматриваем, поскольку Гудаутская больница у нас как ковидный центр. Диагностические возможности компьютерной томографии достаточно велики. Он будет использоваться для диагностики органов грудной клетки, органов брюшной полости, малого таза и головного мозга. То есть достаточно широкий спектр исследований, которые могут проводиться для диагностики множества заболеваний. И он будет использоваться в том числе и общесоматическим больным Гудаутской ЦРБ и других граждан, которые будут приезжать сюда на обследование и лечение. Установка томографа требует реконструкции некоторых помещений, так как предусматривает усиление строительных конструкций завеса оборудования, проектирование и планировку отдельных кабинетов для обеспечения радиационной защиты, размещение инженерных систем. Монтажные и пусконаладочные работы завершатся к середине сентября. Следующим этапом будет ввод в эксплуатацию приемного отделения, где разместится вся диагностическая аппаратура. 5 сентября приезжает инженер, который будет заниматься установкой оборудования и его инсталляцией, то есть запуском этого оборудования. Будет присутствовать, естественно, наш врач-рентгенолог компьютерной диагностики.
Работать будут в последующем специально подготовленные рентген-лаборанты и проводить соответствующие исследования. Министр здравоохранения провел совещание с врачами больницы, на котором обсуждалась текущая работа госпиталя и состояние пациентов с ковид-инфекцией. В Гудаутскую ЦРБ командирована бригада российских медиков, которые вместе с абхазскими врачами оказывают помощь ковидным больным в красной зоне госпиталя. За прошедшие сутки тестирования на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 10 пациентов. Выписано 3. Амбулаторно на самоизоляции выздоровевших 12 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 426 человек. Из них 153 пациента выздоровели. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии продолжают работу по выявлению фактов грубого нарушения правил дорожного движения и общественного порядка. Об одном таком рейде в репортаже пресс-службы МВД. Культура участников дорожного движения имеет огромное влияние на их безопасность. Таким понятиям, как водительская этика, взаимовыручка и уважение к другим участникам движения старается следовать каждый опытный водитель. Любители скоростной езды и имитации дрифтинга, подвергая опасности себя и окружающих, создают на наших дорогах аварийные ситуации. Основная мотивация такого агрессивного вождения – это намеренное нарушение правил дорожного движения с риском для жизни и здоровья для пешеходов и водителей иных автотранспортных средств. Об отсутствии культуры аморальности и неуважения к согражданам судит общество. Правоохранительными органами систематически выявляются факты грубого нарушения правил дорожного движения и общественного порядка. Водители же привлекаются к административной ответственности, автомобили доставляются на ведомственные стоянки. В Министерстве внутренних дел круглосуточно действуют линии телефонов доверия, и милиция отреагирует на все обращения граждан. Премьер-министр Александр Анкваб, министр культуры Гудиса Агарба и замминистра Динара Смыр обсудили ход реализации мероприятий Минкульта на 2020 год, а также проект плана мероприятий на будущий год с учетом изменений эпидемиологической обстановки и бюджетных возможностей государства. Гудиса Агарба рассказала о намеченных планах по культурному обмену и сотрудничеству с Российской Федерацией. Кроме того, был обсужден государственный план мероприятий по празднованию Дня Победы и независимости Республики Абхазия. По предварительным данным, в комплекс мероприятий войдут концерты с участием российских и абхазских артистов. Генеральный директор АГТРК Ирина Агарба и ветеран Отечественной войны народа Абхазии Тамас Цахнакия награждены почетными грамотами Союза абхазских добровольцев КБР. Грамоты были вручены им лично председателем данной организации Сергеем Яхагоевым. Один из победителей конкурса «Гордость Абхазии» Абзаук Цвижба назначен советником министра культуры по международным связям. Соответствующий приказ подписал министр культуры Гудиса Агарба. Абзаук Цвижба окончил Московский военный университет Минобороны по специальности военный журналист. С 2019 года обучается в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России на факультете международного регионоведения и регионального управления по направлению политические науки и регионоведения. В поселке Дранта в торжественной обстановке открылся новый детский сад «Хораса». Воспитанники садика подготовили концертную программу, чем порадовали гостей, которые пришли поздравить их с этим событием. Детский сад восстанавливался много лет за счет средств Государственного комитета по репатриации при поддержке Датского совета по беженцам. Сегодня детское дошкольное учреждение приняло 70 детей. Садик, территория этого садика была таким островком счастья для детей. Они же должны куда-то приходить, где им должно быть очень хорошо. Вот дай Бог, чтобы мы смогли воплотить все, что мы хотим. И вот этот остров был
таким островком радости для наших родителей и наших детей. Вообще сам садик закладывался, вот когда в Сирии началась война, дом здесь для репатриантов построили, нужно было быстро построить сад. И вот комитет репатриации, тогда Царство Небесное, Дёпу Ахрипс Родионович был, вот он во главе этого встал, потом продолжил Харазия. Вот они все вместе, датский совет здесь по беженцам, ну, в основном комитет репатриации, вот они все это всеми усилиями вот этих организаций вот сделали эту красоту. Но, правда, половина садика у нас сейчас пока функционирует, но мы надеемся, что у нас государство так окрепнет, дай бог, чтобы все были здоровы, чтобы только радость наших детей ожидала, когда они приходят сюда. 90-летний юбилей поэта Владимира Саблина отметили 3 сентября в Национальной библиотеке имени Ивана Попаскер. Во встрече приняли участие представитель российского посольства, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха, члены Союза писателей Абхазии и общественность. Репортаж Шазин Ханагуа. Абхазия моя, земля моя родная. Я твой неблудный сын, я твой любимый сын. Ведь где бы ни был я, но горы, вспоминая, я чувствовал всегда, я в мире не один. Яркие и искренние, идущие из глубины души строки Владимира Саблина давно нашли дорогу к читателю. С 1960 года поэт публикуется в газете «Советская Абхазия». Неоднократно подборки его стихов помещались и в журнале «Сухум Ауа». Произведения Саблина получали и литературную премию этого журнала. Вопрос возникает, какой он поэт, вернее сказать, чей он поэт, русский или абхазский. Все-таки, наверное, абхазский. Владимир Григорьевич в Абхазии родился, и все абхазское. Не то, что он там впитал, освоил, просто ему это было дано с детства, дано от рождения. Скажем так, это поэт, воспевающий Абхазию на русском языке. Тем не менее, он и русский. Владимир Саблин родился в Сухуме. Он из тех мастеров русского поэтического слова, кто, свободно владея литературным ремеслом, стремится к глубине и лаконизму лирического образа. В некоторых стихах поэта звучат отголоски его внутреннего мироощущения. Такие же теплые поздравления звучали сегодня и в адрес юбиляра. Автор небольшого количества книг, но, как писал один русский классик, и эта книжка небольшая, томов при многих тяжелее, вот так как-то. Ваш талант, Владимир Григорьевич, он, безусловно, прославил Абхазию. Абхазия – это страна талантливых людей, людей, которые здесь родились, людей, которые сюда приехали или приезжали, или периодически будут приезжать. Абхазия побуждает многих людей к тому, чтобы эти люди реализовывали свой творческий потенциал. Владимир Саблин, как поэт, впервые широко и мощно заявил о себе на первой надпартийной конференции, проходившей 15-16 апреля 1995 года в Санкт-Петербурге. Он является автором таких сборников, как «Пещерный жемчуг», «Между добром и злом», «Познай свои печали», изданных в Сухуме и Воронеже. Самая главная моя забота – людям, читателям подарить свои размышления о сути жизни человека. Чтоб на моем, как говорится, личном опыте, во имя моих побед где-то, моих поражений, я хочу, чтобы человеку я передал какой-то материал для его духовного возрождения. В последние годы в творчестве поэта все более ощутимым становится тяготение к сложным и противоречивым проблемам познания сути бытия, смысла человеческого существования. Признаюсь, ничуть не греша, да это и вы замечали, как тянется к небу душа минуты тоски и печали. В этот день в Национальной библиотеке звучало много стихов. И несмотря на то, что юбиляру исполнилось 90, он полон сил и творческих планов. Читатели тепло отзываются о творчестве поэта и с нетерпением ждут его новых произведений. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Предстоящему республиканскому турниру по конному спорту на Кубок президента Республики Абхазия посвящалась рабочая встреча председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Джемала Губаз с членами Федерации конного спорта Абхазии. Губаз поздравил Милора Шулумба с избранием на должность президента Федерации и пожелал ему успехов в работе. Участники встречи обсудили предложения по проведению турнира. Республиканский турнир по конному спорту на Кубок президента Республики Абхазия планируется провести 12 сентября на Бзыбском ипподроме. Призовой фонд турнира составляет 1 000 000 рублей. В программе турнира 7 забегов на разные дистанции. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 28-33 тепла. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.